Каждый из нас нуждается в поддержке и заботе. Аселя, пойдем, Шайдаин. Асель. Доча, пойдем чай попьем? Я не хочу, мам, я тороплюсь. Может, ты никуда не пойдешь? Чай попьем. Я пирожков испекла. Ой, мам, меня уже ждут. Ну тогда пирожки возьми с собой. Ну куда я с пирожками попрусь, мам? На вечеринку? Ладно. Не задерживайся, да ладно? Ага. Мама Асели всегда поддерживала дочь во всем. Но с возрастом Аселя перестала это ценить. И если бы она тогда пригляделась, то заметила бы, что поддержка и забота на самом деле были нужны ее маме. Мадина убеждала себя, что Жаз сделал ей предложение не только потому, что нашел тест на беременность. Он стал заботливым, как никогда, и поэтому Мадина боялась сказать ему правду. Доброе утро. Завтра в постель. Доброе. А что за сюрпризы? Просто забочусь о будущей матери моего сына. Может, это девочка? Откуда ты знаешь? Девочка? Сейчас проверим. Не-не-не, по-любому сын. Жаз. А вот чисто гипотетически. Если бы я не была беременна, ты бы мне сделал предложение? Я не понял, ты о чем сейчас? Ну, если бы не ребенок, мы бы с тобой поженились? Ты же понимаешь, что ребенок — это ответственность? Это серьезно. Ну да, понимаю. Вот. Я бы не хотел, чтобы мой сын рос без отца. Ну, почему сразу сын? Может, дочку? Адик, у нас у Оливых первыми рождают всегда сыновья. Да? Ну, ты не понял, я же тебе о другом сейчас говорю. Я все понял. Мадик, просто не забивай себе голову всякой ерундой, хорошо? Я бы не хотел, чтобы ты нервничал. Тем более ты скоро станешь мамой. Тебе же не до работы будет. Заканчивай свой проект. Хорошо? Жанчик пыталась принять заботу приехавшей Инешки. А заботилась Инешка очень настойчиво. Жень, а нам мама с папой не разрешают так много сладкого есть. А я разрешаю. Делай. Так, Делай. Балар Барандаш, Жека с дороги устала. Идите поиграйте там где-нибудь. Да? Пошли. Барау. Делай. Я әбден шаршадым. Өзің таксимен келген бір түрлі екен. Ну, мам, кешіріңізші. Серик, он на работе, не успел. А так он бы обязательно вас встретил. Ренжіменіз, да? Бопты жұмысы болса. Осы пластик зиян деп қашан қайтам, а? Неге ағаш тақтай алмайсыңдар?
Айтып ем ғой. Мам, какие успела, такие взяла, честно. Жарайды, өзім сатып алармын. Сүлгілерің, көрпенің тысы, бәрі синтетика шығар баяға. Қазір шай ішейін, соң кейін асықпай бәрін өзім тексеріп қараймын ғой. Да, мам? Давайте попьем чай. Толтырмай қойшы. В это время Аселю накрыло одиночество. У отца появилась новая женщина, на работе унизили, а любовь оказалась иллюзией. Аселе как никогда нужна была поддержка ее мамы. Она была в тупике и не знала, что делать дальше. Девочки, привет. Аселя, а какое у нас дальше желание в планах? Хочу выйти. У меня для вас новость есть. Блин, я, если честно, даже не думала. Ой, девчонки, не знаю. Ко мне и Нишка приехала, и, честно говоря, нет, наверное. Ну, вы сами понимаете. Девочки, Чего? Что? Ты обручилась? Поздравляю! давайте выйдем, куда-нибудь. Я хочу отметить. Асель, давай приходи в себя. Ну, да, конечно, надо отметить. Жанчик, ты часто хоть найдешь, наверное, отпросись. Я не знаю, как получится, честно. Девочки, кажется, у меня идея. Вы умеете играть в покер? Ой, суынай, тура менің қайнапым сияқты екен өзі. Жанчик тоже нуждалась в поддержке. Она не знала, как реагировать на измену и держала все в себе. Жанна, күйдіресің ғой. Не болды? Әлде Серік бірдеңе деді ме? Да нет, мам. Ол күнде жұмыста жүр. Мы как переехали, я все время дома одна, с детьми. Еркектердің бәрі бірдей. Сенің атаң жұмыс деп үй көрмейтін. Онымен қоймай мені үйден шығармайтын. Кто там замуж выходит? Подружка моя. Она сегодня отмечает. Но я не хочу вас заставлять дома с детьми. Как это не хочу? Немерелерге өзім қараймын. Бар. Дұрыстап киін, боян. Енесі жақсы адам екен десін. Жас кезімде бала деп үйден шықпайтынмын. Сен мен сияқты болма. Бара ғой. Правда? Ну, сіз рұқсат берсеңіз, я буду собираться, да? Спасибо, мам. Қызым, тамақ іштің ба? Шынар неудобно перед тобой. Она извиняется за кружку. Это дело вообще не в кружке. Кстати, можешь не переживать. Я уже начала искать квартиру. Чтобы вам, Шинар, было удобно. Мое желание выиграть миллион стало идеальным поводом хоть на время забыть о своих проблемах. Девочки, знакомьтесь, это... Аслан. Аселя. Подожди, это же Алтынбала, краш нашей школы. Мадя, привет. Это что, Валентинка? Нет, это не моя. Да ладно, признавайся. Да так, есть один десятиклассник, ты его не знаешь. Наконец-то Мадя влюбилась. Ну ладно, потом расскажешь. Знаешь, кто мне нравится? Кто?
Нашел там балашка. Правда? Да. И я, конечно, знаю то, что у меня шансов мало, но я ему, в общем, приготовила Валентинку. Понятно. Ты ложить не будешь? Нет, у меня есть там одна ошибка, надо исправить. Ты говорила, что ты со стоматологом встречаешься. Ну, так и есть. Жасулан мой стоматолог. Мы же в школе толком не общались, а тут спустя 10 лет и 30 килограмм. 31. Я прихожу в стоматологию, а там он. Девчонки, я оставляю Мадину на вас. Вам хорошего отдыха. Проследите, чтобы она не пила. Окей? Я же и так за рулем. Ты же знаешь, о чем я. Это о чем он? В смысле? Ей нельзя. Серьезно, ты беременна, Жан? Блин, я так рада, я ж тебе говорила, я так и знала, помнишь? Блин, классно! Жанчик, ну, у меня срок еще маленький. Ладно, чё, какие планы? Да. У нас сегодня Girls Day. Салон, шопинг и вперед зарабатывать миллионы. Go? Го. Блин, Азелька, ты куда нас притащила? А ты уверена, что нам сюда вообще? Да, сейчас все узнаем. Go. Надеюсь, нас тут не убьют? Ты вообще откуда такие места знаешь, а? Скажем так, я знаю парня, который знает парня. Ты поняла? Короче, у меня есть некоторые связи. Я думала, у тебя связь только со Вселенной. Очень смешно, Матя. Ваши блайнды. Готовы? Ваша победа, сет королей. Поздравляю. Поздравляю. Молодец. Спасибо. Мади, ты уже решила, что ты будешь делать, когда появится малыш? Ты о чем? Ну, я про бизнес. Ты его оставишь или будешь сидеть дома? С чего ты взяла вешность таких? Я имею в виду, что я дома сидеть не смогу. А что тут такого? Ну, ничего. Просто мне нужна работа, чтобы чувствовать себя полноценно. То есть те, кто сидят дома, это неполноценные люди? Я такого не говорила. Именно это ты и сказала. Девочки, хватит, да? Вообще домохозяйка, это тоже работа. Так, я с тобой ругаться, ссориться не собираюсь. И не хочу. Не хочешь работать, не работай, это твоя жизнь. Это не буду. Вот и не надо. Я пас. Матя, Оставь ее, пусть идет. Мы сюда играть пришли. Поздравляю. Вас любят. Можно нам, пожалуйста, повторить? Да, конечно. Девушка, вам не одиноко? Давайте к нам. Не думаю, что стоит, спасибо. Конечно, стоит. Не бойтесь, мы не кусаемся. Рахмет. Тебя как зовут? Прости, пожалуйста, можно же на ты? Да, без проблем. Мадина, Мира, очень приятно познакомиться. пойдем к нам. Мы празднуем. Вон наш столик. Давай, давай, пойдем. Кыздар, примем Мадину в нашу компанию? Конечно, примем. Бросай на удачу. Давай, давай. Олым. пас. Поздравляю. Вы выиграли. Не форти. Спасибо. Что-то мне не везет. Я посмотрю, что там. Да, иди домой. Спасибо.
Первый раз? Угу. Тебе, я вижу, везет? Да. Тут на самом деле все довольно просто. Главное, запомни одно правило. Доверься удаче, и она тебя не подведет. Кстати, не представился. Мурат. Асель. А может, ты меня научишь? Почему нет? Смотри, главная задача – это набрать наибольшее количество очков, но не более 21. Валя, дама, король – это 10. Туз – это и единичка, и 11. Как тебе выгоднее? Кстати, это тебе. И перед тем, как начать, запомни второе правило. Лови момент и наслаждайся. Еще. Так. Еще. Попроси еще. 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 Да ты сегодня везучая, я смотрю. Девочки, запомните, чтобы на утро быть бодрячком, первое, мы не мешаем алкоголь, второе, мы не понижаем градус, ну и третье, активированные углекислоточки. Кыздар, а у нас-то не одна невеста сегодня. Я же права? Это помолвочная? Да. Как здорово! 2 невесты! Это просто лучший девичник. Держи. Красотка! А как давно вы знакомы? Знакомы со времен школы, но встречаемся уже несколько лет. Нет? Я своего знаю всего 2 месяца. И что, уже замуж? Зачем ждать, если это настоящая любовь? Да, Кыздар? Конечно! За невесту! Блин, нам сегодня везет. Дай 5. Я Ты опять выиграла. Ну что, трать пока можешь? Трать пока можешь. Блин, мне нравятся твои правила. А то все такие серьезные, выходят замуж, работают, а жизнь, она здесь, прямо сейчас. Играем. Валикум. Ассаламу алейкум. Проходи. Добрый вечер. Добрый вечер. Это я не помню вас. А я тут всех знаю. Давайте знакомиться. Жанна. Жанна? И чем же вы, Жанна, занимаетесь? Я продюсер. Продюсер? Интересно. А что же вы продюсировали? Ну, кучу талантливых ребят. Да? А кого именно? Деля Принц, Гетто Кэтс и Неострый рамен. Острый рамен, Дима. А ты Шрека, ну, тоже продюсировала, а? Ну, ребят, подождите, вы, наверное, такое не слушаете. Это очень популярный инди-поп-группа. Если честно, я ему наврала про свой возраст и сказала, что я не пью и не курю. Ну, ничего страшного. Да ладно, как замуж выйдешь, потом там все скажешь. Нет, я ему хотела рассказать, но не решилась. Он сказал, что ему нравятся девушки без вредных привычек. Так, подожди. А как ты дальше планируешь жить, а? Ты о чем? Ну как можно начинать семейную жизнь с вранья? Сейчас ты ему, завтра он тебе, а со временем будет столько вранья, что кроме этого у нас ничего не останется. Эй, ты зачем такое говоришь прям перед свадьбой-то? А потом просто будет поздно. Девчонки, простите. Мира. Какая Мира? Стой, Мира. Удваиваю. Повышаю. Пас. Комбинация флеш. Ваша победа. Поздравляю. А я смотрю, кому-то прет. Хоть в банк играет. Ну, посмотрим.
насколько рисковый у нас продюсер Жанна. Как говорится, продюсер, который не умеет рисковать, не настоящий продюсер. А с чего вы решили, что я не умею рисковать? Ва-банк. Ну, проиграл. Я сейчас сыграюсь, ничего страшного. Умеет рисковать. Можно еще фишки? Слушай, извини, пожалуйста. Я лишнего наговорила. Какая же я дура! Ты права! Я ведь вообще ничего про него не знаю. Я ничего же не имела такого в виду. Ну, откуда ты знаешь? Ну, может, у вас, наоборот, все получится. 2 года или 2 месяца, какая разница? Нашла кого слушать. Ты своему про привычки наврала, а я про беременность. Погоди, ты беременна? Говорю же, нет. Но теперь и подруги, и он думают, что да. Если честно, я думаю, что он только из-за этого и мне сделал предложение. Ну, если бы не любил, наверное, не стал бы. Не знаю. Мы уже столько лет вместе. Если бы хотел, давно позвал бы замуж. Если твой жених тебя действительно любит, то он примет тебя такой, какая ты есть. Хорошо? Да. Давай, вылезай оттуда. Я не в игре. Не играешь? Я заберу фишки. Окей. Я ставлю все. Тебе не кажется, что пора остановиться? Нормально. Сейчас отыграюсь. Все, раздавай быстрее. Ты же мне обещал. Мурат, мы всем должны. К нам коллекторы каждый день ходят. Но ты же обещал. А я, по-твоему, чем тут занята? Ты чем мне тут сцену устраиваешь? Я же сказал, решу все. Иди домой. Если ты сейчас со мной не пойдешь домой, то я заберу детей и подам на развод. Делай, что хочешь. Еще. Ты как раз зовешь? Мурат, а тебе не кажется, что уловить момент и тратить пока можешь, это стрём? Тем более у тебя семья. Ничего. Я еще отыграюсь, и она как миленькая прибежит. Да ты сам себе врешь. Ничего ты не выиграешь, тем более семью потеряешь. Ты че? Мамочка, нашлась мне тут. Моя жизнь не твое дело. Хочешь своей займись. Да пожалуйста. До свидания. Да иди. Что там, родной? А ему қайттан звондап отыр ма? Да задолбала уже. Чего ей не хватает? Жанчик, блин, пошли отсюда, а? Сейчас, подожди, я отыграюсь. В смысле? Им постоянно что-то не хватает, понимаешь? Не, она не работает. Нянька есть, помощница есть, все есть. Что ей нужно? Все есть? А ты хоть один день с ребенком сидел, когда у тебя ни карьеры, ни зарплаты, ни личного времени? Вот именно. А Жанчик, например, тоже мамочка в декрете, и она этим гордится. И мы ею тоже гордимся. Да? А я-то думал, что она известный продюсер в узких кругах. Да, она продюсер своей семьи. Да, продюсер. И, между прочим, круче, чем все ваши вместе взятые. Понятно? А вы вообще знаете, что такое быть матерью, а? Когда ты сутками не спишь, всех откормила, обстирала, напоила,
При этом плевать, что ты болеешь. А еще нужно успеть встретить гостей, и ты не можешь ни отпроситься, ни встать, ни уйти. Да? А знаете что? Я горжусь тем, что я жена и офигенная мама. И это правда. А вам счастливо оставаться. Вот ты где. Я рассказала все жениху, и он все принял. Серьезно? В смысле, я за вас очень рада. Он тоже раскрыл секрет. Оказывается, он член какой-то там секты. И завтра я пройду обряд посвящения. Что? Спасибо тебе. Правда так освобождает. Пошли танцевать. Все, не грустим, идем танцевать. Давай, давай. Кстати, ты только ей не говори. Я, кажется, поняла сегодня, о чем это она. В смысле, ты про работу типа? Да. Мне так понравилось притворяться успешной, самоуверенной. Я поняла, что я хочу чем-то заниматься. Я же даже не пробовала. Кстати, Селя, спасибо, что ты меня вытащила оттуда. Я бы весь наш семейный бюджет просрала. Шанс. Он мне понадобится, когда Серик решит от меня уйти. В смысле? А что, это Дамили ему опять писала? Да. Короче, я на его телефон установила трекер. Жанна, ты чё? Ну а что? Я же должна знать, где он шляется с этой Дамили, блин. Эксперты в ТикТоке говорят, что недоверие – это ред флаг. Тебе просто надо с Сериком напрямую поговорить, и все. Пойдем Матинку искать. А вообще, знаешь, хорошо, что твой Серик хотя бы не лудоман. В смысле? За миру! Ура! Гитар, куда танцпол? Мадя! Ты чё? Девочки! Напугала, что ли? Тебе же пить нельзя, ты чё? Бас, чего ты делаешь, что мне пить нельзя? Можно? Можно мне пить? Можно. Пусто там. Никого нет. Чё? Как это пусто? Да, соврала я. Столько раз об этом не знает. Жанчик. Прости меня, пожалуйста. Я такая дура вообще. Я не хотела тебя задевать, честно. Вот ты не хочешь работать, вот вообще можешь не работать, хорошо? Ты же мать, а я нет. Что такое говоришь, а? Ты, если захочешь, тоже ей будешь. И вообще-то ты меня прости. Благодаря тебе я поняла, что я хочу что-то поменять. Да? Да. Я тоже хочу. Девочки, простите меня, пожалуйста. Прощаю. Нельзя было врать вообще. Раз, наверное, меня теперь бросит, да? Ой, ну и нахрен его. Зато у тебя есть мы. Вот именно. Ну да. Девчонки, мы вообще что-нибудь выиграли сегодня, а? О, ну, на трезвого водителя нам точно хватит. Ну, тогда считаем. Желание исполнено. Да? Кала! Муа! Муа! Пойдемте, блин. Ну, пойдем. Игромонки. Нет, нет, нет. Это маленькое приключение помогло девочкам понять, что каждый из нас нуждается в поддержке и заботе. Благодаря им мы находим в себе силы встретиться со своими проблемами лицом к лицу. Ведь мы знаем, если что, мы не одиноки. Иди, иди, смело. Дами, видишь его? Все, гаси, гаси, он твой. Давай, давай, Дами, Дами, давай. Давай быстрее. Да! Молодец, Дами. Изи катка. Серьезно? Господи, какая дура. Ты вообще что творишь, а? Я думаю, Серик на работе. Я уже просто мысленно развелась с тобой. Я думала, что ты мне изменяешь. Так, стоп. Измена? Ты с ума сошла? Какая нафиг измена? Как ты вообще могла до такого додуматься, а? А я должна была знать, что ты катаешься с подростками в компы, да?
Но мне же тоже надо хоть как-то иногда отдыхать, потому что кроме работы и дома я больше ничего не вижу. А я что вижу, а? Я сутками занимаюсь с детьми, я погрязла в этом быту. Я и стираю, я и кухарка, и обслуживаю всех вас. И вообще, я стала для тебя функционалом. Я тебе интересна? М? Ой, не говори ерунды, а. Знаешь, у меня тоже были мечты, когда я выходила за тебя. Так, Жанна, давай для начала успокоимся, хорошо? Хорошо? Ну вот, отлично. Хорошо. Только я буду искать работу, Серик. Айда, Джейсон, я звоню тебе, трубку не берешь. Все нормально у тебя? Привет. А, стоп. Ты что, выпила, что ли? А? Немножко, да. Немножко? Всем басности, ма? Ты понимаешь, что тебе нельзя пить? Да можно. Подожди, я с тобой разговариваю. Что за безответственность? Такой ты матерью хочешь быть? Чего успокоиться? Ты понимаешь, что это риск для ребенка? Ты хоть думала о нашем ребенке? Ужасно, нету никакого ребенка. Не беременна. И вообще, я лечусь от бесплодия. Сюрприз. Мен сені кішкене азырақ сағынам, сенің жасағаныңды ойлағанда. Мен сені кішкене азырақ сағынам,